Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всем огромное спасибо за ваше внимание, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон, мои милые. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что мужчина думает о вас прямо сейчас? В этот самый момент. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени. Так и спросите: мой милый дорогой, что ты думаешь обо мне прямо сейчас, в этот самый момент? И давайте посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Ох, а мысли тут у него, конечно, мыслей полно. Тут, девчонки, не только мысли, но и даже критика присутствует. Но, честно сказать, вы сейчас занимаете почти центральное место в его жизни. Вот она, вы вышли, красивая. Тут маленькая рыбка, чувства, эмоции. Значит, он к вам эмоционирует, причем эмоционирует с каждым днем все сильнее и сильнее. Но, девчоночки, тут у него какие-то проблемы есть. Вот вышла такая прям акула у него. И тут либо человек, конкурент, либо неприятель, враг. Может также отыграться, что проблемы вот по жизни, может быть, с деньгами, с законом, с какой-то, может быть, ситуацией связанной. Тут по здоровью, конечно, реже отыграется, но больше как проблема, вот именно то, что его тянет ко дну. Но опять же, проблемы создают ему люди. Вот не было вот этих бы недоброжелателей, неприятелей, ничего бы не было. Ну а если честно, то какой-то прям серьезный у него враг есть, либо очень тяжелая ситуация, серьезное дело, под которым он как под мечом, находится. У него как бы жизнь разделилась. Разделилась одна часть — это вот проблемы, а вторая — это вы, моя хорошая. Но вы у меня вверху вышли, это хороший знак. То есть вы для него как отдушина, вы для него как вот свежий глоточек, как немножечко там солнышко увидеть, понежиться в лучиках. Значит, девочки, давайте я немножко про проблемы расскажу, раз они вышли. Может быть, вы ему поможете, подскажете. Проблемы у него возникли по его вине. Честно, вот где-то он протупил, где-то он опрометчиво поступил, либо что-то сделал, может быть, не по правилам, либо какую-то халатность допустил. То есть виновник своих проблем он сам. Врагов тоже он себе сам нажил. То есть это не кто-то там пришел, скажем так, и сказал: давай, я буду твоим врагом. Нет, здесь он сам, по его вине все это случилось и произошло. Почему ничего не решается? Потому что осознания нет, что сам виноват. Он, знаете, как будто бы еще больше себя закапывает в эти все проблемы. Каждое его дело, либо ситуация, либо слово даже, еще больше погружают его в проблемы. Есть люди, которые могут ему помочь, но они как-то сейчас недоступны, либо он не желает к ним обращаться. Вот это, девочки, плохо. Может быть, он мужчина такой, который сам себя там копытом в грудь бьет и говорит: да я. Вот это деструктивная позиция, и пока он так себя будет вести, к сожалению, он из проблем в ближайшее время, при таком поведении, он просто не выберется. Вот идет именно так. Плюс у него еще какой-то пунктик есть на 2 или 3 людях, которых он считает, я не знаю, там чуть ли не чуть ли не святые, как будто бы он на них молится, вот как будто бы он там всем обязан. Это тоже деструктивная позиция. Он слишком сильно туда вовлечен, и слишком сильно он там остается, либо выкладывается. Здесь тоже нужно это все убирать, пересматривать именно поведение, либо отношения. Мужчина, в принципе, не глупый, но какой-то вот он твердолобый, что ли, либо упрямый. Мужчине трудно понимать свои ошибки, какой-то самоанализ, у него вообще не работает. То есть в этом плане у него там прям сбой происходит. Вроде как идет, доходит, а потом опа, и обратно на нолик вернулся.
У мужчины очень много сейчас каких-то забот, каких-то мыслей, либо какие-то дороги ему выпадают, либо он продумывает какие-то дороги. Здесь просто какая-то каша. Каша, причем несусветная. Он там в этой каше каждый раз варится, там ни конца, ни края, этим проблемам нет. Здесь мужчине нужно, как знаете, немножечко похолоднее быть, да, и поменьше, может быть, каких-то решений принимать, либо каких-то суетливых действий. Здесь он часто ошибается. Профессионалов надо подключать. И на вот эти свои иконы пусть он там не молится, да, потому что не такие уж там иконы, ничего хорошего от этих людей я не вижу. Кроме того, что они воруют его время, воруют его возможности. Так, что касается вас, все-таки тема про вас. Ну, вы тут видите, да, вы в центре. Рыбка говорит о эмоциях, постоянные эмоции, постоянные чувства. Тут, кстати, даже отыграется, что мужчина сам собой, не сам собой, он с вашим образом, да, может разговаривать, с вашей там фотографией. Вот как, знаете, советуется, что ли. В жизни не будет советоваться, а вот как с вашим образом он советуется. Жалуется вам, опять же, вашему образу. Не вам конкретно, а вашему образу. Вот, вы для него очень важны, и с каждым днем вы все сильнее проникаете в его сознание, в его жизнь. Девочки, если смотрите на мужа своего, тут, ну, как вам сказать, да, если родители есть, то главная причина вот всей его вот этой неприятности в жизни – это его родители. Может быть, они хорошие, порядочные люди, но я этого не вижу, если честно, и думаю, что там что-то есть, и какое-то влияние, но не очень хорошее. Они вот с левой стороны вышли, он на них там молится и прочее, слушается, но они его не туда направляют, девочки, не туда. Я не знаю, как правильно до этого мужчины донести, что вам посоветовать, но, может быть, вы изнутри видите эту ситуацию лучше. Вы придумаете способ, метод, как немножечко ослабить это влияние. Потому что влияние идет какое-то прям чуть ли не деспотичное и очень такое, знаете, как в хаос вгоняет жизнь этого человека. Может быть, это не родители, но какие-то, может быть, там родственники, друзья, не знаю. То есть кто-то, вот на кого он прям молится, считает, что это люди прям святые, любит их, там, уважает, ценит и постоянно там с ними общается, обсуждает. Он, кстати, с ними он говорит больше, чем с вами. Вот чтобы вы знали. Вот эта ситуация идет. И они его, кстати, периодически против вас настраивают, тоже, чтобы вы понимали. Может быть, они вам там улыбаются, говорят: о боже, наша любимая невестка, либо там говорит: о, там типа хорошая подруга, не знаю, как они вас называют. Но на самом деле там сплошное лицемерие идет, лицемерие и чернуха. Так, что по поводу вас? Здесь мужчина, вот несмотря на то, что он сам ходит под чужой этой бороздой, вот вас, во-первых, ревнует, и ему очень не нравится, когда вы с кем-то общаетесь. Может быть, это ваши подруги, может быть, это ваши родственники. Он считает, что они какие-то, ну, не совсем хорошие люди, да, адекватные, и что они вас с пути истинного-то избивают. Вот не нравится ему, не нравится, и все. Вот он думает, вот если бы не было их, да, вот его бы были, а ваших не было, вот тогда, говорит, все было бы идеально. У него постоянно какая-то навязчивая идея, как бы вас разлучить, либо уменьшить, либо вообще лишить вас общения с этими людьми. Вот он считает, что они зло. То есть, опять же таки, это семья, либо подруги ваши. То есть это зло, они его бесят, они его раздражают. Когда вы, например, там встречаетесь с подругами, либо со своей семьей, он тоже себя очень прям плохо чувствует. Даже по телефону говорите, он уже ходит, у него там глаз дергается, да. Чего он боится? Ну, не знаю, может, боится, что правду вам скажет о нем, о его поведении. Этого, может быть, боится.
Кстати, может даже ситуация отыграться, что вы накануне встречались со своими родственниками, либо с подругами, и он сейчас ходит и эмоционирует, да, что вам там наговорили, что про него сказали, как ему с этим теперь жить, и прочее, прочее, прочее. Так, что по вам еще? Сейчас прям думает, что нужно с вами срочно связаться, потому что птичка у меня здесь вышла, то есть позвонить, написать. Если вы проживаете вместе, то какой-то разговор он хотел бы с вами провести, но разговор какой-то может быть не совсем, скажем так, это такой длинный разговор, да, к которому, во-первых, нужно готовиться, и время должно быть на этот разговор. И вот он все ходит, да, потому что у нас птичка с левой стороны вышла и думает, когда удобно, как удобно, что говорить, как говорить, интонацию, может быть, подбирает. Что-то он вас будет уговаривать, либо на что-то подбивать. Вот такой разговор будет у вас происходить. Дальше, девочки, он думает о какой-то поездке. Поездке с вами, что ли, либо для вас куда-то ехать, либо, не знаю, как сказать правильно, может быть, даже какой-то отпуск планирует, да, что-то хотел бы приятненькое сделать, вот с вами провести время. Но там что-то не склеивается, потому что вверх ногами у меня фигурка вышла. Что-то не получается. Вот. Это тоже его немножечко раздражает, потому что он хотел, возможно, как-то торжественно все это обставить, но у него пока не получается. Дальше, мои хорошие, здесь лошадка выходит. Лошадка, лошадка говорит о, может быть, автомобиле его, да, либо он, знаете, как подумывает, может быть, вам автомобиль купить. Вот думает, она бы обрадовалась, каким бы это замечательным было подарком. Либо по лошадке тоже может отыгрываться как помощь, которую он хотел бы вам оказать. Вот ему очень хочется быть вам рыцарем, да, но он совсем не рыцарь. Где-то вот сейчас в позиции, может быть, даже пажика какого-то, но не рыцаря. А хотелось бы вот прям блистать этими доспехами, и чтобы вы так, как дама сердца, упали ему в объятия. Он, девочки, очень много, кстати, мечтает. Мечты его такие немножечко детские, скажем мягко, детские, мечтает, представляет. Ему, девочки, знаете, что еще хочется? Хочется ему какой-то, но это не романтика, это больше похоже на, не знаю, то ли игры какие-то, то ли фантазии какие-то у него, понимаете, вот что-то хотел бы он попробовать. Либо он мечтает об этом. Может, знаете, он в жизни такой нерешительный, а вот в мечтах он герой, и он там представляет ваши отношения в разных, может быть, каких-то локациях, да, в разных кадрах. То есть там себе очень много намечтал уже. И он у вас еще, кстати, какой-то тайный эротоман. Вот, ему очень мало вас, он постоянно об этом думает. И что интересно, когда он о вас думает, ему сложно сдержаться. Вот, девочки, очень сложно сдержаться. Если вы с этим человеком не в отношениях, просто загадали на мужчину, который вам нравится, девчонки, тут отношения будет очень нелегко построить из-за вот этих вот персон, и из-за того, что у него сейчас просто может времени не хватить на то, чтобы дать вам то, о чем вы желаете. Либо даже просто банально, чтобы встречаться хотя бы каждый день. Вот просто не хватит времени, возможно, даже и денег. Если смотрите, девочки, на своего мужа, то ему бы хотелось больше близости с вами. И не только вот интимной близости, но и, возможно, чтобы вы больше ему, что ли, доверяли, либо больше его слушали, да, вот как-то, подчинялись даже, может быть, в каком-то случае ему. Его немножко, кстати, раздражает, что вы, например, самостоятельная, что вы там, может быть, работаете, общаетесь с коллегами, мужчинами. Ревность, кстати, его накрывает достаточно часто. То есть вроде как он думает о вас, да, все хорошо. Потом один момент, такая туча, да, в лице какого-нибудь там Пети, Васи, вашего коллеги, и все, у мужчины прям холодок по коже пробежал. Девчоночки, вы его, конечно, причаровали, но мужчина, конечно, непростой. Здесь очень много нужно будет работать над этими отношениями. Но я так скажу, отношения этого стоят, потому что в венце у меня вы все-таки двое выходите. Двое. Вот прям, да, вот эти третьи люди, они отпадают. Но чтобы дойти до этого венца, тут, понимаете, нужно по минному полю пройтись. Просто по минному полю. Так просто не получится.
Мужчина думает о том, что влюбляется в вас, что вы ценная, что вы важная в его жизни, и о том, чтобы он хотел полностью доминировать в ваших отношениях. Ну, вот так, если тезисно, да, кратко сказать. Насколько это хорошо, ну, девчоночки, решайте сами для себя. Но персонаж, конечно, такой непростой. Ну и вы, наверное, тоже девушка непростая. Он бы в простую девушку не влюбился. Девочки, но вы главное в его жизни, в его мыслях на сегодняшний день. Вот это то, что я сейчас вижу. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.